Вчера было заседание Милижин, и после этого, по традиции, штаб татар собрал своих друзей, сторонников в Гранд-отеле в зале Сайдашева. Нас было в районе 70-80 человек, корреспонденты, было много прессы. Мы обязательно эту публику разбавили блогерами. Вчера были очень известные блогеры у нас, наверное, самые популярные. Это Фагиля, это Атакас и другие. Были у нас вчера председатели конгрессов автономии многих городов. Суть мероприятия. Зачем мы делаем? Потому что люди, многие не знакомы с друг другом. Вчера за чашечкой чая мы пообщались, еще продолжили обсуждение по переписи населения. Вчера на мероприятии присутствовало руководство ВКТ. Они выступили вчера уже перед собравшимся. Такое было национальное, идеологическое наполнение, такое все свои проблемы высказались, там сибирские татары, амишары, православные. Очень много интересных предложений, и мы раздали вчера анкеты по предложениям по переписи населения, вопросам, которые самые насущные для татарской нации, сохранение языка, культуры. У нас вчера было впервые такое анкетирование людей. Также мы всем подготовили, у нас сейчас у штаба татар есть 36 пунктов, которые мы также собирали от населения, в поездках, в письмах. В эти 36 пунктов вошли пожелания сотен тысяч татар по сохранению языка и культуры. Мы год назад с ВКТ приняли стратегию. Мы руководствуемся этой стратегией. Для нас стратегия – это дорожная карта. Но в связи с мегаполисом Москва мы приняли эти 36 пунктов дополнение к стратегии. Также отдельно на татарском языке у нас есть 20 пунктов. Это не перевод, это отдельные пункты. Они у нас есть на страницах в интернете, есть, в Инстаграм есть. Также их опубликовали «Звезда Поволжья», «Известия Татарстана» и многие газеты. Очень рекомендуем людей неравнодушных, занимающихся сохранением татарского языка и культуры, ознакомиться с этими предложениями. Это не наши, они собранные. И будет к ним дополнение по вчерашним анкетам. Такая вчера очень дружеская, семейная такая была обстановка. Мы всех поблагодарили за помощь, оказанную в прессе. Вчера мы также провели уже очередную льготную подписку. Мы на сегодняшний день выписываем 16 тысяч газет в год. Практически основная часть – это льготные подписчики с разных изданий. Это инвалиды, участники войны. Все уходили, пришли все усталые, может быть, как-то после всех этих разговоров. Надо было видеть людей, да. Все уходили какой-то идеологически наполненные, миллять, рух, татарский дух. С таким настроением ушли. Мы вчера пригласили, очень много аксакалов. Люди, которые стояли у истоков 30 лет назад создания ВКТ. Мы у них начали сейчас брать интервью, и мы со вчерашнего дня начали цикл таких, интервью у аксакалов, что мы не так сделали. Может быть, скорее всего, мы сделали очень много. Очень много. Но что мы сделали все-таки не так? Что надо было по-другому сделать? 30 лет. Все-таки будем критично относиться сами к себе. У нас с гордостью, с высоко поднятой головой, громко в общественном транспорте татарская молодежь не разговаривает между собой. У нас нет разговорного публичного языка. У нас люди, носители татарского языка, его носят и держат у себя внутри. Почему они его не используют? Только в быту много. Это перелом сознания, перелом мышления, перезагрузка головы. На эту тему мы вчера говорили. Немножечко вчера вечер был с таким оттенком, как вроде бы штаб татар, отчет перед аксакалами, перед прессой, перед нашими коллегами. Было очень много интересных выступлений. Вечер начался с выступления Рената Сайфиевича Мухамадеева.
Это на сегодняшний день, я считаю, человек-легенда, человек-глыба, живой классик. Вот как бы больше делать, значит, вечеров Ренату Софиевичу, сделать какую-то литературную премию. Мы же все, когда человека уже нет, начинаем ценить, начинаем вспоминать при жизни. Но, конечно, Ренат Софиевич признан при жизни. Его даже на чаше весов сравнивать с кем-то, как можно больше бы молодежи с ним встречаться, слушать его. Во-первых, настолько грамотный, у него богатый, насыщенный, такой прилагательный, глаголы, как он разговаривает на татарском языке. Вот, и на русском, и на татарском. В каждой шутке есть доля правды. Вчерашний вечер назвали «Выездной штаб в Казани». В этот выездной штаб это представители прессы, с которым мы вчера провели льготную подписку. Одно дело встречаться на совещаниях, а другое дело за чашечкой чая, в хорошей ситуации. Значит, вот вчера был такой вечер, мы очень довольны.